Мне лично, как избирателю, уже не хочется голосовать за людей. Как ты уже сказал, Владислава уже не будет. Вероятнее всего, ну, никогда, ну, на моем веку, предположим. И можно еще долго спорить, нужен ли нам сейчас именно такой человек, как Владислав. Именно, скажем так, по функционалу. Вот. И в этом смысле слова мне буквально надоело голосовать за людей. Я не верю по умолчанию вообще политикам. И не становится ли возможность проведения конституционной реформы еще более сложной? Ну, она, кажется, мне становится более востребованной, конституционная реформа. Мы все-таки, опять же, через этот кризис, который мы прошли, как бы ясно видно, что мы отличаемся от России. Россия все-таки, она изначально всегда была, у нее такое имперское устройство. Все дороги вели в Москву. Вот как в Третий Рим, ну, Москву называли Третьим Римом, да, то есть это вот такая власть центра. У нас, в общем-то, мы маленькая страна, у нас общество, в обществе очень сильные горизонтальные связи, то есть у нас даже, когда и там великие князья были, там, и цари были, в общем-то, очень много держалось на вот таких горизонтальных связях. И это касалось не только там князей, дворян и так далее, там, но эти горизонтальные связи и обычных свободных крестьян касались. Да, то есть, и поэтому, в общем-то, у нас совершенно другая ментальность. И сейчас мы должны, даже вот во время войны, кстати говоря, у нас войну выиграли при том, когда они при президентстве, да, при институте президентства, да, войну выиграли. Война выиграна была, когда у нас Верховный Совет Абхазии был. То есть мы фактически были парламентской республикой. То есть все дело сообща. И все это как бы через определенные всякие эти решения, они обычно были коллегиальные, при том, что война шла, да, то есть и требовалось оперативное, но даже в этом оперативном, когда у тебя минимум времени, тем не менее, вот как бы Владислав со многими советовался и принимал решения. То есть вот такое было. Это наше. Мы уже поняли, да, там эта конституция была написана, как бы сшита под Владислава, да, его нет, потом уже этот, ну, мундир сшит, его потом донашивал один, второй, третий президент, и ты понимаешь, что этот мундир им великовато, они уже его, как бы уже его износили, испачкали, помяли и так далее, то есть, ну, он не годится. И нам нужна, как бы, другая система управления. И сейчас, кстати говоря, при всех этих пиар-технологиях, которые сейчас активно были задействованы на этих выборах, тем не менее, тот же Бадра Гумба говорил о том, что вот он собирается уже там в ближайшее время там как бы свое видение представить этой конституционной реформы, что он отозвал тот законопроект, который там предлагал его предшественник Аслан Джане, да, и то есть там будут внесены определенные изменения и так далее и тому подобное. Я думаю, он сам должен быть заинтересован. Как может быть человек заинтересован в урезании? Ну, я не знаю, но если ты понимаешь, что можешь не вытянуть эту историю. То есть есть люди, которые там один президент может уехать, и он здесь жить не будет, он будет жить в Москве и так далее. Бадра Гумба собирается здесь жить. И для него, я думаю, важно, как ты будешь уходить из этой власти. Я очень на это надеюсь. Да, то есть в абхазском языке есть хорошее слово ахимцх. Вот этот ахимцх, это очень важно, как ты будешь выглядеть, когда ты репутация. будешь... Да, и оно даже, Да. вот в абхазском оно даже более намного глубже, чем вот очень сложно подобрать в русском слове, там как-то точного перевода нет, но даже вот
как синонимов слишком много там напрашивается. Но и я говорю о том, что все-таки это важно. То есть человек здесь живет, здесь собирается жить после этого. То есть и он, для него наверняка важно, как он отсидит этот срок президентский. Я бы хотел, чтобы у нас президенты, ну, если, допустим, вот система, в идеале было бы, конечно, чтобы у нас президент, там, избрали его на 5-летний срок, и он отсидел, и потом, как бы, когда он ушел с этой должности, когда его срок закончился, он ушел, как бы сложил официально свои там полномочия, да, он как бы мог спокойно прийти там на Брехаловку, ему про него не говорили бы за глаза, какой козел и как он обогатился во время своего президентства. Если он пришел на Брехаловку, то значит он не так сильно и обогатился. Ну да, ну то есть это все-таки очень важно, но дело в том, что у нас 3 президента последних как бы досрочно ушли. В предвыборной гонке журналистика, она сегодня более такой интернет-характер носит. Уже печатные издания мало, наверное, кому интересно. Вот, и мы увидели, лично я столкнулся с тем, что разделились прям на 2 лагеря. И во многом именно там проходила борьба. Потому что медиа сегодня имеют крайне серьезную значимость. И мы знаем, что есть у нас отдельные, так же как и ты, не аноним-каналы, а именно лица журналистики, такие как Изида Чаня и даже Нисфа Аршба, которые получили такой же статус, как и ты, собственно говоря. Я хотел бы даже не то, чтобы ты дал оценку их личной работе, а вообще вот, абхазской журналистике, насколько она независима, насколько она высококлассна, и вообще есть ли у абхазской журналистики, такой, в кавычках, независимое будущее. Ну, вообще, я скажу, абхазская журналистика, вообще сама история абхазской независимой журналистики, она намного глубже, чем история абхазской оппозиционной оппозиции. То есть в Абхазии первые независимые газеты появились раньше, чем сформировалась оппозиция. Вообще первая политическая оппозиционная организация. То есть там в 90-е выходили уже там «Эхо Абхазии», «Нужная газета», да, и та же Изида, она как бы была сильным критиком тогдашней власти, тогда был президентом, кстати говоря, Владислав Арцин, сильным его критиком, а оппозиция тогда еще не сформировалась. Первая оппозиция сформировалась. Это оппозиционное движение Айтайрека в 2000 году только сформировалось. То есть, ну, такая вот история абхазской независимой журналистики. В тот период, кстати говоря, «Нужная газета», «Эхо Абхазии», мы стали выходить «Чегемская правда» уже в 2004 году. Как бы в качестве такой бизнес-модели газеты могли быть самодостаточными. Мы жили, я вот помню, я начал издаваться в июне 2004 года, «Чегемскую правду» издавать, и тогда как раз в тот год были президентские выборы, и мы за короткий период стали популярными. То есть сейчас народ там черпает информацию там, в интернете, там, Facebook, телеграм-каналы и так далее. Тогда этих ничего не было. Интернет вообще был очень мало развит. Был тогда интернет, допустим, в 2004 он уже был. Но как бы очень слабо развит, там плохая скорость. Никакого мобильного, как бы, ты в компьютере только разве что там. Ну, были актуальны еще интернет-кафе. Никакого Wi-Fi не было, то есть все достаточно примитивно было сейчас. То есть там что-то загружалось там 3 часа. Но люди покупали газеты. Новости для них, там вот в этих еженедельных газетах были тиражи газет достигали там 5-6 тысяч экземпляров,
И вот эти тиражи, распространение тиражей, реализация этих тиражей, оно создавало вот как раз возможности содержать эти газеты. Был, и тогда потом еще появился рекламный рынок. Сейчас его не к ужасу моему вообще практически нет. То есть, но тогда вот только стали появляться и мобильные операторы и так далее. У них вот были в бюджетах заложены там деньги на рекламу и так далее. Очень много денег выделялось на СМИ, там, на телевидение, на газеты и так далее. То есть газеты, они были самодостаточными. При том, что у нас маленький рынок, да, то есть, и вот представь себе население 240 тысяч и 5-6 тысяч экземпляров газета издает еженедельно. То есть это очень большая цифра была. И вот за счет этого выживали. Но с развитием интернета, к сожалению, наши тиражи стали падать. А потом эти газеты, в общем-то, стали таким, как бы, такой общественной нагрузкой. И в конце концов, тоже «Чегемскую правду». Я вот, когда пандемия случилась, то есть это была, у меня возможность была прекратить эту печатную версию. Потому что она садилась уже в копеечку, она в минус садилась. И то же самое произошло с другими газетами. И, к сожалению, мы другой модели, как бы, вот экономической, которая бы там позволила бы содержать коллективы, мы не ушли. Сейчас фактически, раньше, допустим, у меня в газете работало 6-7 человек. То есть мы зарабатывали и мы содержали там, да, там зарплаты небольшие были, но, Ну, так, да, но работали журналисты, да. А сейчас ни одно независимое не может себе позволить содержать вот там Полный штат. как вот от 2-3 человек содержать невозможно. То есть нету просто вот этой монетизации этого бизнеса на этом маленьком пространстве. То есть у нас вот, допустим, есть YouTube-канал, там какие-то передачи иногда там есть, там 60 тысяч просмотров. Но YouTube сейчас мы привязаны там к российскому рынку, да, в России он уже не монетизируется. То есть очень много всяких проблем возникает. И опять же у нас маленькая. То есть, я извиняюсь, если даже мы вот какую-то абхазскую порнографию будем делать, у нас рынок такой маленький, что он просто, опять же, не сможет. И в этом плане государство нам, это еще лет 5-6, ну, лет 7-8 назад, оно стало поддерживать там небольшие, эти всем независимым СМИ, небольшие там дотации были как бы через бюджет, через государственный бюджет. Очень важно все-таки иметь, чтобы государство поддерживало свои вот какие-то независимые СМИ, но потом при Аслане Бжане это все прекратили. И сейчас как бы кто как зарабатывает. То есть я где-то могу писать для каких-то иностранных изданий там, да, и так далее. То есть вот такого рода заработки. Что-то редактировать, какие-то сайты. То есть, все остальное, все, что я делаю, по большому счету, оно денег больших не приносит. И это вот может быть вот такая мой общественный вклад. Ну, это для тебя больше это жизненная кредо, наверное. Ну, то есть это то, что я, допустим, вот 30 лет из жизни ты не выкинешь. Я 30 лет в этой профессии, да, то есть, и так или иначе, я, допустим, не могу пойти работать там, я не знаю, на абхазское телевидение государственное, да, там, или... По какой причине? Вот интересно. Не то, что не смогу. Я там вообще в любом абхазском государственном издании, там, медиа, я там не востребован. Ну, то есть я там не нужен, потому что, в общем-то, я не соответствую их стандартам. Ну, то есть стандарт это вот, то есть я как бы не очень контролируем, наверное. То есть я обычно говорю то, что я думаю, да, там, наверное, это не всегда, как бы, это не приветствуется. Ну, понятно. Да, то есть ты должен говорить под каким-то определенным углом или про какие-то вещи вообще молчать. То есть, ну вот, да, то есть я, ну, как бы, ну, к сожалению, это вот у нас
Это вот независимые журналисты. Это такая традиция у нас в государственных СМИ, время на них никак не действует. То есть, к сожалению, у нас вот тоже государственное телевидение, оно осталось таким, каким оно было там четверть века назад. И, в общем-то, это такой рупор власти, рычаг власти, да, то есть и все, что там идет вопреки этой генеральной линии, оно как бы Это не же, попадает на как в этом телевидение. выражении, кто за девушку платит, тот ее и танцует. Ну, за девушку эту платит абхазский бюджет. Абсолютно Да, согласен. то есть но логика- все граждане, то есть это, в общем-то, платит не президент и правительство из своего кармана, это платит абхазский бюджет, так что, в общем-то, здесь как бы все не так, как они себе это представляют. Можно ли сделать вывод, что в целом над журналистикой тучи сгущаются, и в том числе над абхазской? Главная проблема в абхазской журналистике независимой, это было все-таки вот оно как бизнес, модель, она всегда, если и работала, то, в общем, с напрягом работала. Вот это и есть проблема. Как бы, но сейчас я вижу, есть попытка, в общем-то, задушить эту свободу слова, которая, безусловно, есть в абхазском пространстве. Это то достояние, которое нам никто не подарил. Его пробивали в том числе и та же изидачане, да, пробивала, да, которую там сейчас пытаются некоторые там камнями закидать, но, в общем-то, то ее вклад в абхазскую журналистику, он огромен, в независимую абхазскую журналистику. И сейчас это пытаются чужими руками, в общем-то, задушить. Демонизировать, конкретно Ну, ее задушить, как да, ну, конечная цель, как бы, И тут мы приструнить, задушить. Возвращаемся к закону об иноагентах. Это же именно тот, рычаг именно для этих целей. Да, заткнуть. Абсолютно. Заткнуть. А может быть, ты выделил бы кого-нибудь из молодых, я не знаю, в абхазской журналистике? Ну, знаете, в чем дело, Георгий? Сейчас, вот, допустим, раньше, чем был хорош, допустим, газетный формат. Газета это не только там небольшие новости, да, это и там развернутые репортажи, там интервью, там жанров там куча, да, то есть газета, вообще существование газеты предполагало, что этот читатель будет ее, берет эту газету и читает ее не спеша, от корки до корки читает. Сейчас, в общем-то, и читатель, то есть потребитель вот этой информации, он изменился, он привык читать, там, условно говоря, вот этими небольшим Тезисами. да, тезисами, да, он там 2 абзаца максимум он прочтет, и ты должен вот в это уложиться. То есть, ну, что у нас вот сейчас популярно? Телеграм-каналы, да? В этом телеграм-канале там, условно говоря, Кликбейтное да, название, да, 40 слов, да, и вот там он может быть там 10 тысяч просмотров, и думаю, ах, вот ты написал, что он козел, и все. То есть человек отвык от такой вот серьезной, там, допустим, журналистики, и понятно, что и даже негде ее показать, ты понимаешь? То есть раньше были, условно говоря, газеты, куда ты мог принести, там что-то там опубликовать, а сейчас и этого нет. И поэтому как бы мне сложно сказать вот про молодых там каких-то журналистов. То есть, с другой стороны, говорить о журналистах, которые там год проработали, я многих знал журналистов, которые год проработали, и они поняли, что вот как бы они не готовы вот так свою жизнь, в общем-то, когда не очень понятно твое какое-то будущее, да, и вот это как бы посвящать себе вот этой, В целом, вот этой, да, целесообразность. вот этой журналистике, да, еще если это независимая журналистика, тебя все время пытаются там как бы
Это и небезопасно. да, и может быть, небезопасно, да, то есть многие ради чего, сворачивают. ради кого? Но если человек 2-3 года, то есть, ну вот, допустим, вот, ну так мне нравится, вот YouTube канал делает Леван Лагуа. То есть, Что ты, я не услышал. Ты сказал, мне не нравится? или мне нравится, то есть, ну, он как бы тоже 2-3 года уже делает, то есть, вот, понятно, что он уже как бы, ну, надеюсь, надолго, да, то есть, должно быть что-то такое, знаешь, вот, какое-то молодое поколение. Вот сейчас у нас ушел в прошлом году из жизни там главный редактор «Эхо Абхазии» Виталий Шария. Это была действительно глыба абхазской журналистики. Да, кому-то, может быть, казались как-то не очень модным, старомодным, но вот, допустим, если пройдет через 20-30 лет, там, может и 100 лет, да, когда там об этом периоде кто-то будет пытаться узнать, что же происходило в этой стране, маленькой Абхазии в этот период, то, допустим, из статей Виталика Шария, вот эти статьи Виталика Шария будут одним из главных артефактов, по которым исследователи будут рисовать эту картину, восстанавливать эту картину происходящих событий. То есть он очень подробно описывал, там, показывал детали, и даже и еще как бы рассуждал и так далее. То есть у него такая была советская журналистика, советский стиль журналистики, но достаточно как бы хорошего уровня. Ну, вот он такой, советский стиль у него был, ну, хороший уровень был советского стиля. Вот сейчас его такого вот формата журналиста у нас нет. У нас очень много чего нет. Вот, и, да, и, к сожалению, вот, наверное, пока мы что-то, вот сейчас говорят, там в Штатах уже опять пошла мода на газеты. То есть то в какой-то момент все ушло в интернет, а сейчас опять как вроде бы газета. Не скоро докатится. Да, ну и я надеюсь, что когда может опять что-то докатится, когда мы уже будем опять же читать газеты и так далее, у нас опять начнут издаваться эти издания, и люди не спеша будут как бы их читать, и для этих людей опять будет востребована вот такая нормальная журналистика. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вернемся в самое начало. Что ты планируешь делать со статусом иноагента? Вообще какие? Ну, у меня в первый же день, когда это в пятницу было 7 марта, вечером, обычно в России в пятницу министр объявляет, во второй половине дня списки новых иноагентов, это обычно там 5 человек. И вот после того, как я был объявлен, уже в течение там нескольких часов мне позвонило несколько адвокатских российских контор, которые предложили бесплатно свои услуги, и я потом через какое-то время сделал свой выбор, обратился к одной из этих контор, и они мне вот оказывают юридическую поддержку. Эта юридическая поддержка в том числе и подразумевает отстаивание моих интересов в суде, то есть они готовят, да, они уже подали иск от моего имени, то есть я им оформил на них доверенность, и вот они теперь будут защищать меня в суде. И, ну, в общем-то, я вот как бы такой законопослушный гражданин, да, у меня российский паспорт, хотя я там и не живу, но тем не менее, в общем-то, я не являюсь как бы каким-то антироссийским элементом, как меня хотят представить некоторые. Я учился в Москве, да, я заканчивал Московский университет, у меня куча там друзей, я там как бы воспитан на русской литературе. Не гюленовский ты воспитанник? Нет, не гюленовский воспитанник, я воспитан как бы именно действительно на русской литературе и как бы очень люблю и Москву, как бы много мест, там 10 лет прожил в конце концов. И, то есть, ну, очень много друзей там у меня, и
То есть я, ну, то есть в спорте я всегда болею там за российских спортсменов. То есть вот А сейчас футбол, как тебе футбол? и футбол я всегда А болел. какой российский клуб тогда тебе больше всего симпатичен? Ну, сейчас, нет, мне нравился «Локомотив», но сейчас как бы такой шкурный интерес у меня брат мой возглавляет, является генеральным директором футбольного клуба «Краснодар». Вадик Хашиги, вот, в общем-то, я Ты так... за быков. Да, ну да, я за быком. Мне вообще нравится этот проект Галицкого. У всех Да, симпатии то есть он очень фундаментально подошел к своей любви, к реализации вот такой своей футбольной мечты. То есть и вот мне это нравится проект. То есть я не считаю в этом плане себя каким-то антироссийским элементом, и с другой стороны законопослушный, вот как бы пытаюсь оспаривать это в суде. Но я и оспариваю это в суде и по другой простой причине. Я вообще хочу, надеюсь, что вот как бы на мне, ну, я, во-первых, хотел, чтобы все-таки наши власти кто-то высказался. Не от того, что там меня это касается. Я как-то с этим статусом могу и прожить вечно, условно говоря. Да? То есть у меня какого-то особого такого комплекса по этому поводу нет. Но мне бы хотелось бы, наверное, чтобы вот эту волну, если бы тогда вот, когда лишили гражданства Кана Кварча, Ливана Амика, да, то есть власти ничего не сказали. Да, тогда, условно говоря, этой власти как таковой не было, но тем не менее, те, которые были исполняющие обязанности, они могли бы высказать свою позицию по этому поводу. Но Не вот должны как будто бы. но вот этой реакции не было, и в моем случае тоже вот как-то все как-то отмолчались, а потом через пару недель, через 2 недели, то есть Изида и Нисфа стала. То есть, если они еще больше будут отмалчиваться, хорошо, что там Москва, я вообще думаю, это такое некое инерционное движение, которое было заложено, там, допустим, когда был президентом Бжания, там Козак нас курировал, да, это вот все инерционное, и вот как-то и меня это коснулось, но я надеюсь, что сейчас это прекратилась волна, но если бы вот эта линия, она продолжалась бы, да, то есть и наши власти просто играли бы в молчанку, а они, кстати говоря, даже не отреагировали на людей, которые не имеют российского гражданства, то есть для представителей нашей диаспоры, которые там как бы закрыли въезд в Россию, мы понимаем, что только через Россию могут они там ездить в Турцию и обратно, да, то есть ну, вот этой реакции, когда нет, оно как бы усугубляется. оно как бы еще имеет свои последствия. То есть появляются новые иноагенты, новые люди, которые объявляют депорт, да, там, лишают гражданства и так далее. Это опять же создает внутри Абхазии нездоровую внутриполитическую ситуацию. Это вполне возможно может привести к созданию вот такого не совсем Пула людей, что ли? не как бы реальности перерасти. Вот когда ты начинаешь как бы придумывать, что есть антироссийские силы, и потом вот начинаешь с этими силами бороться, которых нет, они в конце концов могут стать действительно антироссийскими. То есть вот то, чего смертельно опасно для Абхазии. То есть, но для этого вот власть сама должна была показать. Да? То есть я, допустим, условно говоря, не обязательно даже говорить, есть какие-то действия, да, вот, допустим, Кана Кварча лишили, да, там, паспорта, да, там, Ливана, Мика. Я просто взял бы вот, можно было бы даже и не делать заявление. Я просто взял бы и наградил бы, там, условно говоря, там, за какие-то выдающиеся общественную, политическую жизнь, да, там, за их, они еще люди воевали, да, там, Ливан, герой Абхазии, Кан, кавалер ордена Леона, да, я бы там им еще, может быть, Ахзапша дал бы. То есть я показал бы, условно говоря, это если бы я был бы на месте, там, я не знаю, абхазской власти, хотя там никогда не буду, но я показал бы свое отношение к этим людям, да. Россия, может, она так думает об этих граждан, что они ей там враги, но я считаю, что это нормальные люди, что они граждане. А есть ли такая, ну вот здесь же закрадывается очень такое банальное предположение,
Есть ли такая возможность? Ну, вот, как по шапке не прилетит. Слушай, по шапке всегда может прилететь. Это не значит, что нужно поднять лапу. Да, но если ты, есть вещи, когда и по шапке не прилетит, но тебе кажется, что тебе по шапке прилетит. Но ты Страшно даже попытку не делаешь. С другой стороны, прилетит по шапке, не прилетит по шапке. Мы маленькая страна, да, но при этом мы назвались независимым государством. Мы написали свою конституцию, мы написали целую кучу законов, да, где указали там права и обязанности это и граждан, и государства, да. И если ты не защищаешь своих элементарных прав своих граждан, если ты не защищаешь интересы своего государства, то, я извиняюсь, нафига все это, да? То есть сидеть и ждать, и создал ты это государство, дадут тебе по шапке или нет, то есть не по этому принципу создавали. Это государство создавалось через море пролитой крови. Море пролитой крови создавалось, да, то есть вон там тысячи лежат людей, которые отдали за это государство, чтобы это государство было, свои жизни отдали. А думать там, а вдруг мне за это что-то попадет или что-то так будет. Не это, имеем морального да, права. мы не имеем морального права. Ты знаешь, Да, конечно, я там не призываю там с голыми шашками идти, но всегда есть возможность как-то среагировать. Самодостаточность. Среагировать, да, ну, сказать, что есть разные каналы, дипломатические и так далее, есть те вещи, которые надо публично говорить, но всегда там как бы уважительно сказать, что это вот нам, допустим, не нравится. То есть это всегда есть возможность. Но мы вот этим, к сожалению, перестали пользоваться. Мы перестали ощущать свои интересы. У нас есть какие-то личные интересы, но вот этих общественных интересов, государственных интересов, я вот как бы, они просматриваются только вот как бы по остаточному принципу. И, наверное, поэтому у нас возникают раз за разом кризисы. Вот мы с этим и живем. В принципе, наверное, мы достаточно обсудили сегодня с тобой. Я уже знаю, что ты нам принес, уже это становится традицией. У нас небольшой подарок, ты его сейчас нам покажешь, но прежде я не планировал. И вот ты как-то в рассуждениях о том, что учился в Москве, Третий Рим, все дела, мне прям захотелось спросить у тебя, ну, может, есть не обязательно топ-3, или там, не знаю, какие-то 3 документа, 2 документа, 4 книги, 2 рассказа, неважно. Вот там банально топ-3 какой-то литературы. Ну, я не буду оригинальным. Мне очень с детства нравится Габриэль Гарсия Маркес «100 лет одиночества». Ну, я, естественно, не за то, что я абхаз, да, то есть мне, конечно, я с детства хохотал когда читал Искандера, да, хотя его Сандро из Чегема, оно первый раз выпущено было в 1977 году, и эта книжка у нас дома была, но она была сокращена до нескольких глав, кажется, 3-4 главы было всего, а все остальное как бы цензура выкинула, даже вот эти от 3-4 глав. Я пацаном был, но я смеялся, но, то есть это было что-то такое совершенно не то, да, мне было там 8-9 лет, 10 лет, да, я вот читал, и я думал, ну это вообще что-то не советское, как вообще он может о таком писать, и вообще как это издали, да. Ну вот Сандро из Чегема, ну и, наверное, Чехов, рассказы Чехова гениальны. И мне кажется, как Чехов мог описать обычного человека, мысли обычного русского человека, никто не описал. Ни Толстой, ни Пушкин, то есть ну, даже Гоголь, наверное, так не описывал, но Чехов вот в описании внутреннего мира
маленького человека никто его не превзошел. Наверное, даже и в мировой литературе нет вот такого, чтобы... это касается не только там условного русского, да, там и условно американца, не знаю, японца и так далее. Но вот Чехов Ну вот грандиозно. ты с такой любовью, я скажу так, о русскоязычной литературе говоришь. Какой из тебя иноагент? Но как бы всю литературу мировую я читал на русском. Да, да, да. Я читал на русском, то есть Что и ты Михаил понимаешь? Жванецкий, тоже один из моих любимых авторов, да, он там не в эту тройку, конечно, не входит, но я всегда его любил, потому что у него шикарный юмор. А вообще человек без чувства юмора, мне кажется, он не очень полноценным и не очень долго живущим. Вообще так легче. Да, но в самые сложные ситуации людям именно юмор как бы позволяет выходить из депрессии, мне кажется, и поэтому вот как бы Жванецкого Ну, принес. Я вообще люблю дарить книги, и, то есть, к слову, я сам такой. да. Ну вот что я хочу еще сказать, это то, что у нас это уже третий наш подарок. Мы пока еще ни один из них не разыграли, наши пока зрители особо ими не интересуются, но в определенный момент мы их всех разыграем. Вот, и я бы хотел, чтобы ты еще какое-то напутствие в конце сказал. Сделал, не знаю, или там месседж, как раньше было модно говорить. Ну, нашему обществу. мне кажется, люди должны были жить своей жизнью, да. То есть и прожить ее не фальшиво. Все остальное, наверное, как бы оно стирается, оно не остается. Вот человека движут эмоции, даже елочку-людоедочку двигали эмоции, да, то есть елочка-людоедочка из этих 12 стульев, да, может, у нее было примитивное мышление, но она жила своей жизнью, да, у нее были свои какие-то принципы, у нее свои идеалы, да, свое желание. Она не была фальшивой, да, то есть вот, да, примитивной, но не фальшивой. Но я бы хотел, чтобы люди жили своей жизнью, той, которая считают, как бы она соответствует вот их моральным, нравственным качествам. Ты знаешь, я еще позволю себе кое-что. Я вот вспомнил, не могу себе в этом отказать. Ты в топ-3, так называемом, упомянул Фазиля Абдуловича. И вот мы много рассуждали о причинах вот этого истории этой с иноагентством и так далее, о природе, по сути, наших людей, о том, что нашему обществу чуждо это писать доносы, назовем это так и так далее. Так вот, у Фазиля Абдуловича есть, я как человек довольно примитивный, очень люблю цитаты. Так вот, у Фазиля Абдуловича есть следующие строки. Апсвара не предполагает героизм, апсвара предполагает неучастие в подлости. Ну, у Фазиля очень много всяких фраз. Мне кажется, он не про Апсуара, он говорил, он про порядочность. Да. Порядочность, да, порядочность, неучастие. И Фазиль, он, кстати говоря, несмотря на то, что у него очень много юмора, да, то есть, и он в свое время, кстати говоря, в советское время, когда его мало печатали, и его показывали, «Вокруг смеха» была такая передача, и он его иногда приглашали, и его представляли как писателя-юмориста, хотя, наверное, Фазиль один из самых глубоких русских писателей 20 века, то есть глубже него мне сложно сказать, кто там. Ну, может быть, по мне, там и в 20 веке, может, Андрей Платонов, да, вот такое. Но Андрей Платонов слишком мрачный был, да, писатель, да, ну, может, Бунин. Но вот такой, как бы, колоритный, он единственный такой. Равного его, ну, по мне, вот в 20 веке в русской литературе точно не было. Приятно, что мы имеем к нему какое-то отношение. Конечно. Ну что, спасибо тебе большое, Инал. Мне было очень интересно, признаюсь. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже очень понравится.
Еще раз спасибо. Спасибо вам за приглашение. До новых встреч. Счастливо.